Друзья, сегодня у нас очередной воскресный солнечный день, 15 декабря. Я вас приветствую в городе Якутске. На днях у нас были наконец-то морозы. За 40 перевалили. Достаточно поздно для этого времени. Зима пока такая теплая. Ну, посмотрим, что будет дальше. И вот в связи с этим, что настали сильные морозы, мы сегодня с Мирланом очередной раз решили собраться. Он, как всегда, меня вытащил, как говорится, из работы, из учебы. Говорит, Игорь, надо срочно поснимать что-нибудь интересное, что-нибудь вкусное. Вот. Что я пока до конца не знаю, но это будет связано с морозом, это точно. Тут много есть блюд, которые в Якутии связаны с морозом. И вот сейчас мы приехали на крестьянский рынок. Здесь мы с Мирланом встречаемся. И начнем. Я Мирлану звоню, ищу его, а он, оказывается, через машину от меня запарковался. Я там рядышком. Здорово. Приветствую. Как хотят сторис запилить, друзья. Сторис, вот да? Так сторисы пилятся. Да, сходу. Друзья, якутская настала, одеваем наконец-то. Здравствуйте. О, здравствуйте. Какие люди? Как у вас? Как у вас дела? Все отлично. Как у вас торговля идет? Все хорошо? Идет. Какая красота. Смотрите, снимайте. Да. Якутский торт. Ага. Мы с Андреем немножко пообщались. Мирланом давно знакомы, да, здесь? Ну, на рынке? Да, я уже сколько здесь, уже 5 лет работаю. Он к вам не раз заходил. Не раз заходил, уже снимал уже. И вы вот так целыми днями стоите, да, на морозе, вот, а это еще сегодня тепло. Сегодня считается, тепло, да? да. Угу. Когда двигаешься, нормально. Ну, главное не стоять. Станешь на минут 5-10, уже прохладно становится. А вам тут двигаться-то что, часто приходится? Ну, вот так, смотрите, вот мешки возят, вот так тоже поехал, куда-нибудь привез, закинул. Ну, в общем, работа еще и активная, это хорошо. Да, активное движение, общение с людьми. Супер. Ладно, спасибо, поедем готовить. Все. Счастливо. В общем, постараюсь сделать тот же сюжет. Ну, Мирлан будет его частично вести, потому что мне так не снять одновременно и себе, и Мирлану. Кстати, вот так вместе работать полезно. Мы вот уже несколько раз с Мирланом так поснимали, потому что ему приходят новые свежие идеи, взгляд такой со стороны. И какие-то элементарные вещи, о которых я раньше даже не догадывался, что это же так можно снять по-другому, сделать, так-то сделать. Полезно. Получается, приобретаешь новые навыки. Баня натоплена. Сегодня с вами мы приготовим самые-самые вкусные деликатесы Якутии. Мы с вами сегодня сделаем строганину из чира, подледная, строганину из жеребятины и, конечно же, самый деликатес строганину из печени жеребятины. Главная штука. Мы начнем сейчас тогда с печени. Соль местная, крупная и перец, смесь перцев. Это все убава. Она... Тут у нас это диафрагма, которая нам совершенно не нужна. Раз, раз и сердце. Так. А этот перешедший кусок, который оставим, мы сейчас уберем и оставим на другое блюдо, которое называется танцык. Берем смесь и вот на краешек соли и перца смесь. Берется кусочек, сюда чуть-чуть.
Как тебе печень? Приехал на очередные вкусняшки. Супер вообще, печень очень люблю. И оленю, и жеребячую. Вообще все, что здесь в Якутии вкусного делают, я все люблю. Строганину и все. Нет блюда, которое мне не нравится. Рыбка Вам спасибо. и мясо. Дальше идет у нас на очереди мясо. Уже ребятина тоже. Надо выбрать такой кусок, где у нас чередуется мясо с жиром. Очень хорошо подходят сюда ребрышки. Сейчас отделяем мясо от кости. И вот тоже таким же макаром. Красота какая, а? Просто божественная. Также смесь соли и перца. Просто во рту тает. Кто не любит куски с жиром, можно чисто мясо. Так вот. Божественно. Как определить, что рыба готова, что с ним можно работать? Пальчик вставляем. Вот. После пальчика остается, если этот, ну, отпечаток, оттайка. Все, рыба, значит, готова. Ну а следующий деликатес на якутском столе — это, безусловно, тугунок. Тугунок кушается очень просто. Рыбка, она очень такая вкусная, она уже готовая. Отрывается голова. Видите, она икристая какая. Вытаскивается вот один единственный кишок, как у креветки. И все. Это божественная рыба. Самая вкусная в мире. Для следующего деликатеса нам понадобится печень жеребенка, жир жеребенка, мясо жеребенка и 3 зубчика чеснока. Все очень просто делается. Запускаем по очереди печень, мясо, жир, чеснок. И у нас получается такой фарш. Соль, перец. Размешиваем это дело все. Берем обычный фасовочный пакет. Все это смесь сюда отправляем. Такую колбаску. Края подровнять. Эту колбаску мы отправляем на улицу. Буквально на минут 15-20, чтобы она схватилась. Да, я скажу кусок. Игорь, как тебе тугунок? Ну, я еще одного только съел. Здорово. Я ел оленёкского тугунка в Оленьке, свежепойменного. Буквально. Ну, тугунок так и кушается. Соль же не надо даже? Нет, она готовая. Мне соленька привезли, ребята, я заморозил. Деликатес номер 3. Жеребятинку. Жеребятинку. Это я тоже люблю. Предвкушение рыбы. Что на нее место оставить. Чира. Озерного. Жирненький, значит озерный. Вроде бы должно быть так. Я их не отличаю, озерный, нет, не озерный. Ну, он же такой вальяжный там в озере, без течения. Жиры накапливает. У нас рыбка подошла. Сейчас будем с рыбкой разбираться. С чирком. Да. Сейчас у Игорян освободится. Пока Игорян смакует, я скажу, что у нас еще деликатес номер 4 застывает на балконе. Сейчас чир это номер 5 будет. И у нас на десерт самое крутое, самое популярное, самое вкусное, мне кажется, якутский десерт — это кёрчах. Еще будем кёрчах делать. Ты решил одним выпуском убить всех зайцев, да? Да. И кстати, про зайцев. У нас есть специальное приспособление бал-турмас называется. Как расшифровывается, знаете? Бал — балык, тур — турар, мас — это дерево. Разрезаем
верхнюю часть убираем кусок шкурки. Так, здесь все освободили. Делаем здесь надрез. Это консервную банку. Тут она где-то сетка сжатой. Прелесть якутских ножей то, что она односторонняя, с одной стороны точится, чуть-чуть об керамику любую потер, и она опять острая, как бритва. Начинаем строгать хребетную кость, чтобы она так неприятненько нам в зубы не попадалась. Его не убирай. Я люблю, когда... Прикольно, я просто такую вижу. Так, теперь делаются вот такие надрезики. Это называется московская строганина или пробник строганины. Одним движением все в тарелку. Вот так вот, друзья. Строганина наша готова. Кушается она ровно так же. Берем тарелочку, соль, перец. Так. Ого, божественно. Жирная такая. Все, можно? Прости. Я тебя забыл. Я слюной чуть не Так. подавился. Так. Аж схватил Ага. самый здоровый кусок. А я вот хотел спросить, когда ты так по хребту режешь, косточки мелкие же остаются? Ну, тут, Или смотрите, практически нету? в этой части костей нету. В этой что части костей нету. Хребет вытащил уже, да? тоже? Да. Вот в хребте вот здесь есть кости, но когда их режешь, они вот в этой части, вот в этой части остаются. Мгм. Вот видишь? Ну вот мелкие вот эти, да? Да, они там по миллиметру по толщину, ну как бы длину Здесь вообще будут, нет тут, например. и они вообще не чувствуются никогда. М. Вот в этом кусочке, допустим, вот здесь. Камера. О, Поймал, да? ну тут как будто бы есть кости, но их даже не почувствуешь. Когда я приехал в Якутию, вот впервые вот этим всем блюдами познакомился, сразу побежал на крестьянский рынок, закупил рыбы, ребята. Ну, тогда еще друзей не было, я вообще никого в городе не знал. Ни одного человека, только по телефону с коллегами общался и все. Сейчас уже есть друзья, которые меня всегда угощают рыбкой. Ниргун, кстати, на днях мы встретились, рыбку мне из машины, раз, Чиро, она говорит, покушай. Ниргун, спасибо. Ну, Мерлан тоже никогда меня без подарков не оставляет. Такой тонкий намек на толстое обстоятельство, у меня жеребятина кончилась. Но Чиро, конечно, дорогое удовольствие. Сколько такая рыба стоила? 1003, наверное, да? Да. 1700 за килограмм. Вот. Конечно. Хорошо жить на сверах, когда ты рыбу сам там вылавливаешь. Там же кушаешь. Кстати, есть еще одна фишка. Это рыба. Вот рыбаки, когда зимой, они вот ее заморозили, вот хорошенько поев строганины, организм приобретает большое количество энергии. Сразу тепло становится. И я причем сам это, ну, я про это слышал и сам испытывал. Что действительно, плотненько так поел и сразу тепло. И на душе, и в теле. Обычная физиология человека. Человеку холодная пища в организм поступает, мозг отправляет сигнал каким-то молекулам, давайте греть наше тело. И вот тело начинает само себя разогревать, чтобы пищу все переварить. И рыбий жир, она когда поступает в организм, то, что делает она как дрова в топку. Все, что осталось, это потом
тоже будем строгать, конечно. Вообще, в идеальном мире надо его в пищевую пленку вот просто очень так плотненько замотать. Воздух, чтобы не проходил. Прям вот так. И выносишь на улицу. Но у меня, оказывается, пищевая пленка закончилась, поэтому мы не расстраиваемся. Просто одеваем пакет 2 раза. Вот. Завернем. Главное, чтобы воздух не проходил. И все, она вкусовые качества не потеряет. Мясной сундук. Эх, мне бы такой сундук. Но у меня мясной балкон есть. Тут, знаешь, много чего есть. Да? Что там у тебя Мне вообще? потом напомни, что пельмени идут. О, давай, конечно, я вообще обожаю пельмени. Чтоб я не забыл. Но это удовольствие не из... Рискну тебе еще-то. О, она уже почти готова. Почти, да? Ой, ну еще нет. Баньки дрова подкинуть. Да, кстати, мы забыли немножко про баню. И потом у нас будет деликатес номер... Который сейчас? Я сбился со счета. 6, 7, 5. Ну, у нас один деликатес остался. Это... Мартышки? Да, мартышки кёрчах. Это десерт. Самый любимый мой десерт. Кстати, у меня есть на канале ролик. Я люблю бананы. Я сделал мартышки с бананами с медом. Вот так получается. Попробуйте. Я ролик здесь прикреплю. А сейчас мы можем так же сделать? Банана нет. Один банан я там видел. А его Макс съел. Съел уже. Блин. Я тоже Ну, думал об этом. Я ну смотрю ладно. на банан, думаю, нет, блин, Макс съел. Ну что ж, друзья, настало время для самого популярного, самого вкусного якутского десерта кёрчах. По простонародье это мартышки. Для мартышек нам понадобятся сливки. Сливки наливаем в посуду. И начинаем его взбивать. Так, напомните мне в комментариях, как этот прибор называется. Можно я скажу? Игорь, я знаю, что ты знаешь. Я знаю, что я знаю. Надо взбить до состояния такого густого пюре. Потом берем, добавляем любое варенье, которое у вас есть. Но самый топ рецепт, самый вкусный мартышки, это, естественно, брусничное варенье. Добавляем. Ах, вкуснота. И еще дальше работаем. Это все дело у нас превратится в однородную массу. О. Друзья, и любой якутянин, любой якут скажет вам, что самое вкусное было в детстве, это такие воспоминания детские, это облизывать. Зря Макс прибежал, да, в ожидании? А Макс знает, Макс, слушайте. Берем ложку, берем противень, бумага для запекания и начинаем делать мартышки. Раскладываем так, немножко придавливаем чуть-чуть сверху, ну как оладушки. Делается этот рецепт буквально прям за считанные минуты, как вы сами видели. Самое якутское блюдо, которое не заявлено было сегодня, якутские вафли. Вот так берешь вафельку, отламливаешь. Вот она вкуснота, ребята, вот так. Это выносим на улицу, ставим вот так. Буквально за 20 минут у нас будет мартышки готовы. Уронил, да, прошлый год? Так вот нес. Игорь, Меня оставили-то, я смотрю на вас. чтобы у тебя тоже были вот такие в чертогах разума, вот это, вот, смотри, берешь вафельку, Да. берешь вот это, дай сюда камеру. Это самое вкусное, вот так вот. Я очень давно такую штуку не ел, кстати. Угу. Года 3 назад, наверное, последний раз.
Если не 4. Специально для, когда мартышки делаются, пекутся либо оладушки, либо якутские вафли. Вот, чтобы просто ради вот этих моментов. Вот Да, так. очень вкусно. Я вам скажу больше. Говорят, что бельгийцы украли у якутов рецепт вафель. То, что вы кушаете в кафешках, бельгийские вафельки на завтраках, теперь они не совсем и бельгийскими были. Полчаса прошло. Заносим нашу колбаску, открываем. Она схватилась уже. Ой, какая прелесть. И также строгаем его. Раз. И вот так. Это ж прям этот сервелат. Да, это очень похоже так по виду, как на сырокопченую колбаску. Но это не так. Это печень, мясо и жир жеребенка. Это вкуснейший якутский деликатес, называется танцик. Все, мощная закуска, я вам скажу. Так берется. А ты солил уже до этого? И вот во рту вот эти вкусы женятся. Они не там женятся, они у вас во рту женятся, когда вы уже в рот положили. И в конце вот этот горечь чеснока такой бум. Это мощно. Игорь, ты должен заценить это. Я, по-моему, эту штуку тоже ем первый раз. Ну, я ел подобное. Ну, где-то пожирнее делают, где-то больше печени добавляют, где-то больше мяса добавляют. Так как у нас печень жеребенка очень такой деликатес, он очень, ну, как бы его всегда же мало, кто-то там меньше добавляет. Вот так. Для себя можно, ну, мой золотой рецепт это вот 60 на 40. 60% печени и 40% это жирной части мяса жеребенка. Вот печень доминирует. Да, печень должен доминировать. Синхронное поедание этого сложного названия. Мартышки наши готовы. Дети уже в предвкушении. Ой, красота. Красота. Вот она прекрасное завершение. Да. Кажется, это вкусно. Что хочется сказать? Северные народы, они научились дружить с холодом. Не бороться с холодом, а научились дружить с холодом. Научились применять в кулинарии этот холод, этот экстремальный мороз, это во благо. Любой продукт, который мы сегодня кушали на стране, вы посчитаете и скажете, миллион комментариев будет, что это сырое, это что такое. Нет, этот продукт обработан термически, только минусовой температурой. И вот такие прекрасные вещи, благодаря местным продуктам, местному экстремальному морозу получается. Нигде, в никаком морозильнике вы не сделаете вот такую мартышку. Только здесь, в открытом воздухе, с такими же местными сливками и местной вареньем, с местных ягод. Будьте здоровы, подписывайтесь и всем удачи. А мы пошли греться, париться. Игорек, пробуй. Можно уже наконец, да? Да. Детки, еще один ребенок ждет мартышку. Что как? С вафлей можно тоже, кстати. Да, это с вафлей. Так просто готовится на самом деле. Тут мне опять напомнил, что я уже несколько лет, после того, как впервые с этим блюдом познакомился, хочу его сделать, и все никак не могу сделать. Надо, обязательно. Что, Мирлан, балдеешь уже? О, как кольца. Вот это, Мирлан, спасибо. Замечательное завершение вкусного рабочего дня, как говорится. С очередным окончанием недели нас, ребята. Ведите здоровый образ жизни. Закаляйтесь.
и подписывайтесь на нас. У нас всегда все интересно и вкусно. Да. Будем и дальше стараться. Чем вас будет больше, чем вы будете больше смотреть, тем мы будем более замотивированы. Да. Так что всем Не счастливо. забудьте отправить друзьям, чтобы как можно больше людей видели это. Пока. Мирлан меня никогда голодным не оставит. И домой с пустыми руками не отправляет жеребятины. Строганину. Мирлан, ты мой спаситель. Что бы без друзей здесь в Якутии делал? Какие розочки. Бузы. Что это на меня прыгаешь? Смотри. Караси есть всего лишь, Да, караси есть, не надо, спасибо. Ну, открывай ворота. Помчал я до дома. Давай, спасибо тебе. На камеру. Потом без камеры. Погнал я.